Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма. Можно мою презентацию? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую братьев и сестер. И моя часть разговора будет больше практическая. Как уже представила нас Ольга Сергеевна, мы из Казани. Я являюсь научным сотрудником Академии наук Татарстана, а также специалистом Центра «Диалог». И в моих компетенциях это создание, написание исследований по контраргументации против деструктивных псевдоисламских культов. И также написание различных исследований и непосредственной консультации. И сегодня я хотел несколько примеров из контраргументации, которые могут пригодиться любому имаму, сидящему здесь, для общения, переубеждения или хотя бы противостояния, что могут тут как могут на вас напасть и как вы можете отбить удар. И я прошу внимание обратить, информации много разной, и быть внимательным, пожалуйста. Вот так можно, да, поставить? Следующий кадр, пожалуйста. Значит, прежде всего, у многих мусульман возникает такое убеждение, что мы все мусульмане, все мы братья, и что мы должны молчать, должны молча соглашаться с различными этими деструктивными культами. Мы не должны им противостоять. Но на самом деле Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Ваттаку фитната ля тусибанна алладина заламу минкум хасса». То есть бойтесь искушения, которое поразит и грешников, и не только их. То есть Всевышний Аллах в Коране нас предостерегает и приказывает нам, что мы должны противостоять различным смутам и искушениям и не должны свою веру отдавать ту милость Всевышнего, которую Аллах Тааля нам даровал. Мы не должны ее отдавать любому, и чтобы он ею баловался. Нужно защищать себя от искушений, от смут и не доверять свою религию смутьянам, обращаться к авторитетным богословам, обращаться к проверенным источникам. Дальше, пожалуйста. Вот так, наверное. Да. И, здесь аргумент, почему нужно противостоять смутьянам. Известный хадис, наверное, многие из вас его слышали, читали, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Унсур ахака залиман ау мазлума». Помоги своему брату, когда он угнетаем и когда он сам угнетатель. То сподвижники спросили у посланника Аллаха: нам понятно, что человек, когда угнетаем, его унижают, мы ему помогаем. А когда он сам угнетатель, как ему помочь? То посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: нужно останавливать его, нужно тормозить его, не давать ему совершать гнет и угнетение. И это будет твоя помощь ему. И поэтому те, кого мы видим из деструктивных культов, то, что они ведут свою деятельность, мы молча не стоим, потому что они залимы, они угнетатели, и мы их тормозим, мы их останавливаем, мы противостоим им. Следующий кадр, пожалуйста. И еще один хадис, также из этой же темы, где Али ибн Аби Талиб радиллаху анху передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах проклинает того, кто дает приют мухдису. Мухдис в арабском языке в одном значении это осквернившийся, но здесь в этом хадисе имеется в виду этот человек, который искажает религию, преподносит ее людям, мусульманам, верующим, в искаженном, в измененном виде. То, соответственно, если человек искажает религию, ломает ислам, ломает сунну, ломает то, что нам пришло от пророка, алейхиссалату вассалям, то Аллах проклинает такого человека. То есть проклинает того, кто оказывает содействие такому человеку.
оказывает содействие, дает приют, защищает его, то мы ни в коем случае не должны защищать. Дальше, пожалуйста. Значит, мы разработали на базе информационно-консультативного центра «Диалог» при Казанском федеральном университете, Центре востоковедческих исследований, разработали ряд брошюр по разным темам. Это джихад, это шахиды, это халифат, это неприкосновенность жизни в исламе. Мы этот весь материал оставили в муфтияте, в папке на компьютере, и каждый из вас может с флешкой прийти и его распечатать. Я лишь взял какие-то выборки, чтобы этих аргументов, которые мы можем приводить различным смутьянам. То джихад с оружием, вот то, что сегодня говорят джихад, игиловцы и другие какие-то деструктивные направления, то есть некоторые из них считают, что якобы можно вот в мечети 3-4 человека собрались из махалли и поехали куда-нибудь воевать. Или кто-то вот утром проснулся, и он, значит, понял, что, значит, на нем лежит ответственность за то, что он должен делать джихад, и он должен все ехать. На самом деле джихад именно в понимании шариатском – это целое государственное устройство. Так же, как, допустим, в России есть главнокомандующий, есть министр обороны, есть войска, есть генштаб. В любой другой нормальной стране, в любом государстве есть армия, есть главнокомандующий, есть полководец, есть генштаб и так далее. То, соответственно, решение о начале каких-то военных действий, о защите государства или, может быть, каком-то оборонительном, какие-то военные действия, это принимает либо король, президент, министр обороны, главнокомандующий. То есть это не так, что двое-трое собрались, купили автоматы, поехали, мы теперь, значит, муджахиды. То на самом деле это преступление против Аллаха Субханаху ва Тааля. Никто вот так просто не может собраться и поехать. То почему именно группировка ИГИЛ, исламское государство, или это в кавычках, то есть исламское государство, запрещенное в России, они себе такое имя придумали? То на самом деле это обычная группировка, деструктивный культ, секта, где несколько сотен тысяч человек. Но они специально вот это название в себе взяли, потому что, в принципе, вот мы 5 человек соберемся, тоже можем себя назвать как-нибудь, крымское, что-то такое громкое, да? То они придумали название «Исламское государство» именно с этой целью, чтобы ввести в заблуждение мусульман по всему миру. То мусульмане, услышав о появлении такой группировки, слово «группировка» они забыли, но зато у них в памяти отложилось «Исламское государство». На самом деле это название секты, но они избрали себе это название, чтобы вот мусульмане всего мира, оказывается, у нас теперь есть свое государство, значит, мы должны туда ехать, присоединяться к нему и так далее, то это очень такой был хитрый ход с их стороны. На самом деле это обычная секта, группировка. Дальше, пожалуйста. Джихадисты утверждают, что джихад установлен только лишь для уничтожения неверных. То есть получается, что чем больше человек, по их словам, вот этот псевдомусульманин, чем больше он убивает неверных, значит, он тем больше и выше перед Аллахом, больше его значимость. И если приезжает в твою страну не мусульманин, а ты его уничтожаешь, это значит будет саваб. На самом деле, наше суннитское исламское богословие утверждает, что джихад – это прежде всего установлен для призыва, для дагвата, для возвышения религии Аллаха. И потом вы видите вот эти 3 слова внизу – муахад, мустаман и русуль. Муахад – это не мусульманин, но с которым заключен договор. Мустаман – это не мусульманин, но которому мусульманское государство гарантирует безопасность. Русуль – это посол, консул и вообще работники посольств не мусульманских или мусульманских. В нашем случае это не мусульманские работники посольств, работающие на территории мусульманского государства. То вот эти муахад, мустаман, русуль, их жизни неприкосновенны.
И посланник Аллаха сказал, что русуль, посланники, послы государств не убиваются. Их нельзя, их жизни неприкосновенны. То же самое муахад, мустаман. Говорится в хадисах, кто убивает, кто проливает кровь муахада, то есть человека, с которым есть заключен договор, то он не услышит запаха джанната. То вот это вот безразборное у игиловцев, у джихадистов, что нужно всех убивать и так далее, это является просто незнанием хадисов, незнанием приказов Аллаха Субханаху ва Тааля. Дальше, пожалуйста. Виды джихада. Виды джихада, конечно же, наверное, многие слышали брошюрки, которые вы получили. Джихад научными знаниями, доводами, миссионерской деятельностью. Джихад благотворительностью, когда человек расходует свое имущество на пути Аллаха. Также джихад, он бывает сердцем, то есть переживанием внутренним против неверия и греховности. Также пророк, алейхиссалату вассалям, мы видим в достоверном хадисе, он выделил 3 разновидности джихада. Это имуществом, силами и языком. И также есть вид джихада, это борьба с самим собой. Борьба с самим собой. Муджахид – это тот, кто борется с самим собой, чтобы подчинить себя Аллаху. То, к удивлению джихадиста, они выделяют только единственный вид джихада, вид джихад с оружием, который имеет определенные четкие условия, требования и нормы шариата, которые нельзя вот так брать и как хочешь и пользоваться им. Дальше, пожалуйста. Здесь немножко накладка получилась, не знаю почему. Многие, наверное, из вас знают длинный такой хадис о мальчике, который учился у колдуна и параллельно учился у монаха. Хадис достоверный, в Сахих Муслиме он есть. Знаете, да? Кто знает? Руки поднимите. Машаллах. Хадис длинный, наверное, мы пересказывать его полностью не будем, но именно вот смертники-террористы оправдываются этим хадисом, когда взрывают себя в вагонах, в метро, среди людей. Они говорят, что вот этот мальчик, он себя отправил на смерть и пожертвовал, и потом это стало причиной установления, то есть распространения веры. То есть ситуация какая была? Жил-был король, у него был колдун умирал, как бы уже совсем состарился, и он говорит королю: нужен какой-то мальчик, которому я передам свои колдовские знания. И мальчика такого нашли, и мальчик стал учиться у колдуна, но по дороге заходил, чтобы учиться у одного, как его называют, праведника, монах. Но монах не в современном понятии, а монах имеется в виду праведник, очень изгибенде, то есть праведный человек. То он получал знания там, и в конце концов понял, что колдовские знания – это арам, а именно знание религии, знание поклонения одному лишь Аллаху – это истина. И там была череда событий, когда он уверовал, один из министров короля уверовал, и король, не желающий распространения истинной религии в своем государстве, хотел мальчика убить. И была попытка сбросить его в пропасть, не получилось, была попытка его утопить, не получилось. И потом мальчик говорит: «Ваше Величество, я вам расскажу, как вы меня казните». И здесь террористы-смертники к этому хадису возвращаются, говорят: вот, значит, для нас это далиль, доказательство, чтобы идти и взрываться. То мы говорим: нет. Во-первых, изначально мальчик этот не хотел умирать, а террористы-смертники осознанно идут на смерть. Также юноша, когда объявил и объяснил царю действенный способ его казнить, не призывал вместе с собой убивать еще других людей. Он только один погиб и за собой не повлек другие жертвы. То дальше смотрите. Террористы убивают и себя, и других, и плюс смерть этого мальчика,
она стала причиной, что много людей приняли веру в единого Создателя. А террористы-смертники, когда погибают, они наоборот сеют смуту и хаос, и в сердцах у других, у немусульман, и даже у мусульман возникает ненависть и неприязнь к исламу. То террористы добиваются абсолютно противоположной реакции, которой добился вот этот мальчик из хадиса. И поэтому вот их вот этот аргумент, он никак не действует. Поэтому вот этот хадис должны мы знать, если нам его приводят, мы на него реагируем. И потом, конечно же, этот хадис о чем еще? То, что то есть террористы, смертники, взрывая себя, убивают невинных людей. А мы знаем, что есть мазлюмы. Мазлюм – несправедливо обиженный, несправедливо оскорбленный, несправедливо, чьи права были нарушены. То если человек, вот этот вот смертник, себя взорвал среди невинных людей, мусульман, не мусульман, кто-то погиб, кто-то остался калекой, у кого-то погибли дети, то вот эти все жертвы, они являются мазлюмы. Мазлюмы несправедливо с кем обратились. И, соответственно, Аллах Субханаху ва Тааля принимает дуа. Мы знаем, да, принимает дуа у любого мазлюма. Потому что в достоверном хадисе, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял Муаза ибн Джабаля в Йемен, он что ему сказал? «Остерегайся мольбы несправедливо обиженного, потому что между ним и Аллахом нету парда, нету занавески, нету препятствия». И поэтому все, кто погибает или страдает от этих терактов, они мазлюмы, и их дуа принимается. Хорошо, следующий кадр, пожалуйста. Значит, следующее исследование, которое мы делали по поводу шахидов. Шахады. Дело в том, что террористы, смертники, джихадисты, которые отправляются в ИГИЛ, они хотят же, шахады хотят умереть мучениками на пути Аллаха Тааля. Но они забывают, что существуют определенные препятствия, которые не позволяют мусульманину, даже если он очень сильно хочет, и он что-то для этого сделал, как ему кажется, но это не позволяет ему стать шахидом. Один из хадисов, где говорит пророк, алейхиссалату вассалям, кто перестает подчиняться правителю, отделяется от общины мусульман, и смерть застигает его в таком состоянии, то умирает он в состоянии невежества. И дальше продолжение хадиса, это в Сахих Муслиме, что тот, кто сражается под знаменем заблуждений, сражается ради какой-то отдельной группировки, ради каких-то фанатичных взглядов, сражается ради какой-то отдельной идеи и погибает в таком состоянии, то его смерть приравнивается к смерти в состоянии невежества. То есть никакую шахаду он не получает, и никаким шахидом он не становится. Он там едет на свой нафилькин джихад, как мы говорим, и становится филькиным шахидом. Дальше, пожалуйста. Следующее препятствие для того, чтобы стать шахидом на пути сражений, это если человек отправился туда без разрешения родителей, без разрешения матери и отца. Знаете, наверное, хадис этот Аль-Бухари, имам Бухари его передал, когда человек попросил у посланника Аллаха разрешения отправиться на боевой поход, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: а есть ли у тебя родители? И он говорит: да. И тогда говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Фафихима фаджахид». То есть заботу о родителях посланник Аллаха тоже назвал джихадом. Вот говорит, для них или ради них, или вот вместе с ними, и вот старайся, и это будет твоим джихадом. И, соответственно, если человек отправляется, как он думает, на какой-то выдуманный джихад, это уже одна проблема. И даже если, допустим, какие-то боевые действия объявляет законный правитель государства, и человек отправляется без разрешения матери и отца, то навряд ли он станет шахидом. Мародерство. Мародерство также является причиной, что человек лишается статуса шахида. То есть грабежи, мародерство, насилие
над людьми воровство из добычи, это является также причиной того, что человек не становится шахидом. Дальше, пожалуйста. Хорошо. О халифате, то есть это то, о чем говорили мы, то есть о чем был сегодня ролик и о чем еще будем говорить. То халифат – это обещание Аллаха. В Коране, в суре Ан-Нур, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва'ада Аллаху алладина аману минкум ва амилу ссалихати ла ястахлифаннакум фил ард». Уже Аллах пообещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он сделает вас наместниками на земле. То есть халифат – это неминуемый результат именно веры и праведных деяний. Но если мы смотрим на жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то хизбут-тахрировцы говорят, что вот это истинная цель, предназначение, это то, для чего… Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжим, иншаллах, муфти Хазрат. После нас. Хорошо. То есть хизбут-тахрир утверждает, что самая главная цель пророческой миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, было установление халифата. Но если мы смотрим Коран, смотрим хадисы, смотрим сиру жизни, описание пророка, алейхиссалату вассалям, то мы не видим вообще ни одного четкого, ясного, как ночь и день хадиса, чтобы там был такой явный приказ, что каждый мусульманин ответственен за восстановление халифата. Если, допустим, вы сталкиваетесь с кем-то из хизбут-тахрира, и они на вас вот это вот навешивают, что каждый мусульманин, он должен восстанавливать халифат, что это жемчужина поклонений, вы им сразу говорите: а где? В Коране Аллах так говорит: дай один аят или дай один хадис. Где? То, конечно же, он будет вот так вот как уж на сковородке, крутиться, приводить откуда-то косвенные доказательства. Но если за намаз ясные доказательства в Коране есть, за хадж, за пост, за закят, за наследство полностью в Коране расписано четко, развод, никах. Но даже простые вещи, как говорил один из сподвижников, то есть один из немусульман говорил Сальману Аль-Фариси, говорил ему: ваш пророк научил вас всему, даже как ходить в туалет. То мы говорим хизбут-тахрировцам: но если даже такие простые вещи нам Аллах объяснил, то где в Коране и где в хадисах хотя бы один четкий аят, вот такой вот ударный, да, или один хадис, где говорится, что мы ответственны за восстановление халифата. И получается, что халифатчики или игиловцы, они возлагают на себя то, чего Аллах конкретно не приказывал, и хотят делать то, на что нету силы, нету возможности. То вот этот аят ясно показывает нам, что даже когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал в Медину, и в Медине появилась новый формат государства, но это не было именно такой целеустремленностью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это естественный ход событий, когда люди уверовали в Аллаха, они приняли ислам, они наполнились верой, и они стали понимать, что довольство Аллаха заключается в том, что нужно Ему подчиняться, и тогда стали приходить к пророку и говорить: о посланнике Аллаха, а как нам жениться, как разводиться, как вести бизнес, как нам рожать детей, как нам их воспитывать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все это объяснял, и появилось новое общество, и которое сахабы заслужили. То хизбут-тахрировцы, они именно призывают к тому, чтобы вот как бы на голом песке посеять зерна и целые плодовые сады. Дальше, пожалуйста. Следующий кадр можно? Позиция ученых. Почему этот кадр я поставил отдельно? Потому что вот эти великие потрясения по развалу халифата,
фитны, они уже зародились во времена имама Абу Ханифа, имама Шафи, имама Малика, имама Ахмада и других, имама Ас-Саури, Хасана Аль-Басри, да? Халифат начал разрушаться и меняться шариатское правление уже в их эпоху. Но мы исторически не знаем и не видим, чтобы они вот собирали какие-то вот там ячейки, тайные сговоры партии, да, объявляли, что нужно нам развалившийся халифат восстанавливать. Нет. Также хадис достоверный имама Ахмада, имама Аль-Баззара, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он уже предупредил еще давным-давно, то есть в свою эпоху, что будет эпоха пророческого правления, затем правление халифата в соответствии с моим методом, затем эпоха самодержавного правления, затем эпоха деспотичного правления, и продлится столько, сколько пожелает Аллах. И потом уже наступит правление халифата по моей методике, то этот завершающий халифат, как большинство наших классических суннитских ученых, как они его истолковали, что это касается именно появления вот этого завершающего халифата, это будет во времена имама Махди, то поэтому как бы уже сам пророк, алейхиссалату вассалям, он сообщил, что халифат будет разваливаться, и он развалится, и правление праведных халифов закончится. И он не сказал в этом хадисе, что вы должны это все восстанавливать и так далее. То есть сабр делать, и все равно время будет идти своим чередом, и придете к тому, что все равно этот халифат когда-то вернется. То, когда мы так говорим хизбу тахрировцам, они говорят, ну надо же хотя бы что-то делать, нужно стараться. И приводится такая притча в разных вариантах, что мышка, у нее во рту вода, или какая-то канарейка, воробей, у него во рту вода, и она летит, чтобы тушить пожар, который разожгли для того, чтобы сжечь пророка Ибрагима, алейхиссалям. Это там сам факт, что Ибрагима хотели сжечь, это было. То, что вот эта история, что вот это животное хотело затушить огонь своим клювиком, вообще неизвестно, откуда эта история. Но тем не менее, вот эта вот методика, что вот надо хотя бы что-то постараться, что-то сделать, чтобы потушить вот этот пожар, чтобы вот помочь чем-то Ибрагиму, Хизбут Тахрир проецирует на вот восстановление халифата сегодня. Говорит, нужно что-то сделать. Во-первых, эта история, она недостоверна, про то, что птичка там хотела что-то затушить. Во-вторых, такого приказа Аллах Тааля нам не давал, что мы должны что-то пытаться для восстановления халифата. Дальше, пожалуйста, следующий кадр. И здесь также в этот еще один хадис достоверный имама Бухари мы приводим, что пророк, алейхиссалату вассалям, он также уже предупреждал, что целостное исламское государство исчезнет, и появится много разных правителей. То есть такая информация, она достаточно научная, уважаемый джамаат, поэтому прошу немножко внимания, то количество правителей увеличится. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что у израильтянами правили пророки. Когда один пророк умирал, на его место приходил другой. Но, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после меня пророка уже не будет. И будет много халифов. В хадисе прямо так и говорится буквально. То есть будет много правителей. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал их халифами, хуляфа. То есть уже как бы, с точки зрения хадисоведения, исламской науки, если разбирать этот хадис, уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщил, что халифов будет много, и это факт. То Хизбут Тахрир призывает к тому, что нужно все к одному халифу привести. Но пророк, алейхиссалату вассалям, он уже сообщил, что будет много халифов, и он не сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что нужно, значит, стремиться к возрождению единого халифата и устранению других халифов. Как бы наоборот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал подчиняться тому правителю, который находится в твоей стране, ты подчиняешься ему в том, что соответствует приказам Аллаха. И значит, то, что касается терпения,
То есть даже если со стороны мусульманского правителя какая-то несправедливость, наоборот, пророк, алейхиссалату вассалям, призывает к тому, чтобы мусульманин должен проявлять сабр, то методика Хизбут Тахрира в Египте, в арабских странах – это дискредитация существующего политического строя. То есть это уже противоречие. 18 хадисов есть достоверных, где пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, призывает и приказывает мусульманам, что нужно подчиняться тому существующему мусульманскому строю, тому существующему правителю-мусульманину, который есть в твоем государстве. И если твои права нарушаются, то ты их просишь у Аллаха. Соответственно, кутубиты, то есть кутбисты, такфиристы, это другая тема, следующая. Они, значит, вот так как они знают эти 18 достоверных хадисов, они выдвинули теорию такфира, что правителя мусульманина нужно обвинить, что он не мусульманин. Это такая долгая история, конечно же, объяснение. Что, дальше идем. Можно дальше следующий кадр. Вот это очень достаточно тоже аргумент у хизбат-тахрировцев против своих оппонентов. Они говорят, что халифат, назначение халифа, сохранение халифата настолько важно, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, умер, то якобы сахабы пророка тело оставили и начали заниматься вот избранием халифа, сохранением халифата. И они вот этот приводят доказательства. То мы это разобрали очень подробно. Во-первых, надо понимать, что умер же не просто отец, и умер не просто мать. То есть это умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который среди сахабов был 23 года, который буквально вытащил их из мрака к свету. И когда он умер, для сподвижников был реально мощный шок. То есть это был потрясение и удар, оцепенение, трагедия, можно как угодно назвать. То, как Анас радиаллаху анху говорил, анкярна анфусана, то есть мы даже вот не поверили сами в себя, мы даже не понимали, как это вот, что это происходит, мы не верили, что посланник может умереть, саллаллаху алейхи вассалям. Соответственно, Умар ибн аль-Хаттаб, он ходил и говорил: я отрублю голову тому, кто скажет, что посланник Аллаха умер. Абу Бакр, радиаллаху анху, он пошел и, конечно же, успокоил эту смуту и сказал, что такие слова: кто поклонялся Аллаху, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер, а кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой. И, соответственно, успокоились мусульмане. То пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, умер же вот в понедельник и был похоронен со вторника на среду в ночь. То есть примерно 2 суток прошло. То представляете же, это не так, что вот человек умер, ему сразу хороним. То первый вот этот шок сподвижников, шок, стресс, трагедия, слезы. Второе, конечно же, было разногласие, где хоронить пророка, в Медине или в Мекке. То первое разногласие было, умер ли пророк вообще. Второе разногласие, где его хоронить, в Медине или в Мекке. То, конечно, мекканцы говорили: давайте повезем его в Мекку. Мединцы: давайте, говорит, оставим его здесь. Опять же, Абу Бакр, радиаллаху анху, эту ситуацию успокоил, привел им доказательства, что пророки хоронятся там, где они хотели, хоронятся, пророки умирают в том месте, где бы они хотели, чтобы их похоронили. То так как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, умер в комнате Аиши на кровати, то прямо в этом месте же пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, похоронили. Было разногласие между сподвижниками, то есть оно допустимое разногласие, то есть это не ругань, не спор, а допустимое разногласие, как мыть пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И был такой факт, что раздевать ли его, как мы обычно раздеваем своих покойных, либо оставить его в рубашке. И сахабы реально не знали. То 4 человека мыли пророка: Аль-Аббас ибн Аби Талиб, Али ибн Аби Талиб, Фадль ибн Аббас и Усама бин Зайд. То есть не знали. И они, Аллах Тааля такое знамение показал, они одновременно заснули, так что даже их подбородки падали им на грудь, и каждому во сне вот этот сон
голос, что оставьте посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в его же рубашке, и так его мойте. И так и сахабы сделали, альхамдулилля. Когда проснулись, оказывается, все увидели одно и то же. И так они его помыли. И значит, что произошло? В соответствии с более сильными достоверными изречениями, что по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не исполнялся единый джаназа намаз, как мы обычно своих покойников хороним. То есть имам, муфтий, он совершает один общий джаназа намаз. То посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, он лежал в своей комнате, то есть в комнате, где его потом хоронили, и сахабы заходили в одну комнату, совершали джаназа намаз поодиночке и выходили в другую. То, соответственно, мы не знаем, сколько было людей, которые пришли совершить джаназа по посланнику. Также же мы не знаем, сколько это долго длилось. То вот эта задержка с понедельника до вторника, до среды ночи, она объективная. А то, что халифат сохранился, то Абу Бакр с Умаром, они пошли к ансорам, ансоры мединцы, да, которые уже начали совещание, кто будет халифом. И Абу Бакр с Умаром пошли в этот момент туда, и как бы Аллах субханаху ва тааля так захотел, что халифом стал Абу Бакр. То есть это произошло даже не то, что специально, это произошло вот как череда событий. А Хизбут Тахрир, они говорят, что вот настолько халифат важен, настолько избрание халифа важно, что вот якобы сподвижники даже пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, оставили, он там якобы лежал, а мы пошли вот халифа, а сахабы пошли халифа выбирать. То это неправда даже с точки зрения истории. Дальше, пожалуйста. Следующий кадр. Проблема такфира. Проблема такфира также очень важна. Это, наверное, бич сегодняшнего вот этого 21 века. Его воссоздателем в 20 веке был Саид Кутб. Саид Кутб, который, наверное, возродил из пекла такфир. То мы в конце еще покажем 2-минутный такой ролик, мы его сделали в Казани в Центре Диалог о такфире. Но прежде всего, конечно же, вот мы поговорим подробно, потому что мы слышали, есть хабашиты, такое явление чисто украинское, да? Есть такфир, это вообще общемировое. То, во-первых, мы знаем хадис достоверный, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что если мусульманин говорит своему брату о кафир, то это слово вернется к одному из них. То, что означает это слово вернется к одному из них. То имам ан-Навави в толковании Сахих Муслим предложил 4 толкования этого хадиса. Во-первых, что значит возвращается к одному из них? На обвинившего своего верующего брата в неверии возвращается грех за это обвинение. Второй вариант имам Навави, рахматуллахи алейхи, предложил, оно возвращается к нему самому, то есть он как будто бы сам стал вероотступником. Третий вариант – это что обвинение мусульманина в неверии является большим грехом. И если часто это делать, то это накапливается, и в конце концов может привести человека самого, вот, который постоянно языком своим болтает, обвиняет, это может его самого выбросить из религии. Вот. Потому что мы знаем, да, правило такое, когда человек делает много маленьких грехов, они превращаются в большой, а когда человек большие много-много делает, то он вообще может подскользнуться и уйти в неверие. И, значит, 4-й вариант, он мне самому очень нравится. И, наверное, возьмите его на вооружение, что человек, который называет своего брата-мусульманина кафиром, то получается, он как будто бы выступает в роли Господа Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Получается, ты что, распахнул сердце и узнал, есть у него иман или нет у него имана, так? То если человек берет на себя функции Господа и хочет заявить, что он знает, ему ведомо скрытое, ильмуль гайб, тогда что значит, он уже как сам Господь Бог, валя-аязу билля. То, соответственно, если человек балуется вот этим вот ты кафир, он кафир, а не кафиры,
то этим самым он занимает место Всевышнего, заявляет, что он знает скрытое, и Аллах Субханаху ва Тааля за это его обрушает деяние, и он сам становится кафиром. Так же, как в достоверном хадисе, наверное, многие знают, когда, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что один человек воскликнул: «Валлахи ля ягфируллаху ли фулян». Клянусь Аллахом, Аллах не простит такого-то. Не простит такого-то. То есть человек на себя берет такую вот миссию Всевышнего и говорит, что Аллах не прощает там такого-то, не простит тебя никогда, ты грешник. То тогда Всевышний Аллах провозглашает: кто это там клянется моим именем, что я кого-то не могу простить, то я его прощаю. А вот кто такие заявления делает, я его деяния обрушаю. То ни в коем случае верующий, он не может занимать место Господа Всевышнего, Аллаха Субханаху ва Тааля, и распоряжаться и выносить решения за место Аллаха Тааля. Следующий, пожалуйста. Мы, значит, подготовили брошюру о принципах такфира, принципы такфира. Она есть, я оставил ее в муфтияте на рабочем компьютере, там комплекс наших брошюр. Они не изданы, но есть в формате и PDF, и есть в формате Word, можно их распечатать, отредактировать. Они, конечно, не доведены до такого, но как бы читабельно и альхамдулилля. Там, значит, мы прописали 13 или 14 принципов такфира, обвинения в неверии. Вообще, какие правила есть вот для того, чтобы обвинить кого-то в неверии? Есть ли у нас такое право? Если даже что-то происходит, как это сделать? То, конечно же, вот один из принципов, 6-й, обвинение в неверии бывает общее, бывает частное. Общее – это, допустим, то, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сам четко и ясно называет кого-то кафиром. Допустим, шайтан, он кафир. В Египте, допустим, есть люди, которые утверждают, что шайтан тоже не кафир, потому что, говорит, он отказался поклониться Адаму, совершить перед ним саджда, значит, он вот тут единобожник и никому, кроме Аллаха, не поклоняется. Они говорят, шайтан, он не кафир, аузу билля. Понимаете как? То есть вот заблуждение, как шайтаны балуются. Тут правило то, что если Аллах шайтана называет в Коране кафиром, это общее обвинение в неверии, и мы тоже можем так говорить. Мы говорим, шайтан лянатуллахи алейхи, да проклянет его Аллах, шайтан неблагодарный, вероотступник и так далее. Потому что об этом Аллах сам сказал. Есть частное обвинение в неверии, это обвинение конкретного лица в неверии. Это очень серьезная штука, это очень серьезная основа. Во-первых, обвинять кого-то в неверии – это прерогатива личная Аллаха Субханаху ва Тааля и посланника, и потом авторитетных сильных ученых. И при этом, чтобы кого-то обвинить в неверии, нужно, конечно же, привести все доказательства, соблюсти все условия и устранить все препятствия. Что это такое? 2 примера, буквально 3 мы вам приведем, и, иншаллах, закончим наше выступление. Можно следующий кадр? Машаллах, как нас люди ждали, даже с детьми пришли, да? Машаллах, баракаллаху фикум. Значит, первое препятствие, чтобы обвинить мусульманина в неверии, это если человек неправильно истолковал для себя, совершил неправильную трактовку какой-то одной из основ веры. В достоверном хадисе у имама Бухари есть такая история, что один человек, пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает, один человек жил в давние времена и совершал много грехов, но когда умирал, он завещал своим детям, чтобы они его сожгли, а его прах развеяли. Потому что, говорит, если я вот в таком состоянии предстану перед Аллахом, то Аллах меня не простит, я очень грешный. А он думал, что его сожгут, пепел развеют, и все, значит, Аллах не сможет его воссоздать. И он, и сыновья так и сделали с ним. Сожгли его, развеяли его прах. А когда в судный день Аллах Субханаху ва Тааля приказывает земле воссоздать его, воссоздать. И, соответственно, земля его поднимает, этого человека, соизволения Всевышнего. И Аллах Тааля спрашивает,
что заставило тебя дать такое указание своим детям, чтобы тебя сожгли? Он говорит: «О Аллах, я боялся, страх перед тобой». И Аллах простил его. То что это означает? То человек, он в целом верит в Аллаха, но он ошибся. У каждого человека есть право на ошибку. Он не то что ошибся, он неправильно истолковал для себя, неправильно понял то, что Аллах, Он Создатель, Творец, воссоздающий, Он способен на любое творение. То он неправильно для себя истолковал, и Аллах Та'аля простил его, несмотря на его вот это как бы неправильное понимание. То сегодня есть те, которые, они реально вот за какие-то даже простые упущения называют «ты кафир, ты кафир, ты кафир». Аузубилля, надо, конечно, сторониться таких вот смелых высказываний, таких вот нападок. То если даже Аллах Та'аля прощает неправильные какие-то заблуждения, прощает неправильные истолкования, то мы. Дальше, пожалуйста. Следующее препятствие, чтобы обвинить человека в неверии, это его ошибка. Также известный хадис, он передан у имама Бухари и имама Муслима. Очень такой, конечно, тоже слезный хадис, очень приятный. Многие, наверное, его знают, что Аллах Субханаху ва Тааля радуется, Аллах Тааля радуется покаянию своего раба, радуется даже больше, чем тот человек, который, будучи в пустыне под палящей жарой, потерял верблюда, или верблюдица от него убежала со всей провизией. И он уже подумал, что он умрет от жажды и голода, да, там в пустыне. И уже от безысходности лег где-то под дерево, заснул, а когда проснулся, верблюдица стоит возле него. И он от радости говорит: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господ». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: он допустил ошибку из-за охватившего его сильного ликования. То, опять же, видите, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не сказал, что он кафир, аузубилля, гореть ему в джаханнаме. Он ошибся из-за того, что он так сильно обрадовался. То есть он думал, что он умрет, и здесь верблюдица его пришла к нему, и альхамдулилля. И он от этого ликования так вот такое допустил. То даже какие-то ошибки в нашей вере бывают, которые мы делаем по незнанию, Аллах Та'аля прощает. И тем более Аллах Та'аля любящий покаяние и любящий покающихся. И следующий, наверное, заключительный кадр. Можно? Бисмилля. Значит, все обвинения против человека выдвигаются на основе его внешних поступков. За его внутренние помыслы его будет судить Аллах. Это тоже правило в принципах такфира. Оно взято из хадиса, который передан в разных версиях и у Бухари, и у Муслима, и у других ученых, рахматуллахи алейхим. Там история, когда Усама бин Зейд в бою с противником, с язычником, уже занес над ним меч, и тот произнес «Ля иляха илляллах». Но Усама добил его. А потом, когда пророку, алейхиссалату вассалям, рассказал об этом, пророк говорит в разных версиях, вот это разные версии хадиса: «Неужели ты убил его после того, как он произнес «Ля иляха илляллах»? Разве ты открыл его сердце и узнал, искренне он говорит или нет?» А вот третья версия: «Что ты будешь делать со словами «Ля иляха илляллах» в судный день?» То Усама, он, конечно, говорил, он же, наверное, хотел защититься, чтобы я его не погубил, его жизнь. То пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: а что ты будешь делать с «Ля иляха илляллах» в судный день? Что ты будешь с этим делать? То внутренние помыслы – это не наша проблема. То, что человек внутри, он думает, внутри он там, какие у него, мы судим его по внешним только деяниям. Он мусульманин, говорит «Ля иляха илляллах», совершает абдест, читает с нами намаз, женщина носит платок, альхамдулилля, они мусульмане. Мы не копаемся, не выносим решения, это опасно. Вообще существует правило, что если есть из 100 причин 99 обвинить человека в неверии, мусульманина, и одна причина не обвинять,
то мы возвращаемся к этой одной. И есть также еще такое, что если ты ошибешься, назвав неверующего верующим, то греха в этом не будет. Вот, допустим, сейчас вот в Казани, в Москве много бородатых ходит. И непонятно, они мусульмане, не мусульмане. И мы привыкли уже всем бородатым давать ассаляму алейкум. А он тебе здоровый мужик. Прям так отвечает. Не, серьезно, потому что он не мусульманин. А ты им говоришь ассаляму алейкум, думая, что он мусульманин. Но у него реально борода, он такой красавчик. Вот. И он тебе говорит здорово или привет. То я, получается, ошибся. Я посчитал, что он мусульманин, дал ему салям. Но мне за это же греха нету. Потому что какая проблема? Но вот если наоборот, если ты мусульманина назовешь не мусульманином, вот это проблема. Потому что вот как мы разбирали хадис, это может вернуться к тебе самому. И в заключении один ролик у нас там был про такфир, 2-минутный буквально, вашего терпения мы займем. Прошу в студию, включите. На базе Казанского федерального университета Центр «Диалог» в сотрудничестве с антитеррористической комиссией Татарстана мы вот стараемся создавать брошюры, видеоматериалы. Ислам – самая молодая и вторая по численности приверженцев религия после христианства. На сегодняшний день ислам динамично распространяется по всему миру. Вместе с тем необходимо отметить, что в мировом информационном пространстве ислам и мусульман часто ассоциируют с террористическими группами. Среди различных причин данного явления одним из важнейших необходимо выделить превратное понимание богословского термина «такфир». Такфир в шариатском понимании – это обвинение мусульман в неверии. На протяжении всей истории ислама такфир зачастую используется оружием одной группы мусульман против другой. Первыми его использовала религиозно-политическая секта бунтовщиков хариджиты, появившаяся при правлении 4-го праведного халифа Али. Разработанная ими концепция о большом и малом грехе, на основании которой выносился такфир, предоставляла богословское обоснование физической расправе над идеологическими противниками. Позднее, детально проанализировав термин «такфир», мусульманские ученые, основываясь на источниках шариатского права, священный Коран и сунну пророка Мухаммада, мир ему, пришли к выводу о том, что право выносить такфир, признавать кого-то неверующим, принадлежит только Всевышнему Аллаху, и никто из людей не вправе заявлять подобное. Более того, сам пророк Мухаммад, мир ему, в одном из хадисов предостерегал от такфира. Когда один муслим говорит своему брату «неверный», то это слово обязательно возвращается одному из них. Такфир является предвестником страшнейшей болезни современного общества – терроризму. Рассмотрим современные его проявления. Семейно-бытовой. Кто-то в семье принимает ислам, и вследствие недостатка религиозных знаний человек обвиняет окружающих в неверии. Как правило, эта аномалия связана с эмоциональным фоном человека и его психологическим состоянием на тот момент. И со временем это проходит. В таких случаях близким рекомендуется обратиться за консультацией к компетентному имаму. Внутриконфессиональный – следование богословско выверенной идеологии, провозглашающей большинство мусульман кафирами. Подобные идеи широко транслируются в сети интернет, изобилуют искаженными богословскими аргументами, ловко оперируют локальными социальными проблемами. Данный вопрос нуждается в серьезном подходе с привлечением психологов и богословов. На сегодняшний день недобросовестные религиозно-политические деятели могут использовать такфир как средство манипуляции для достижения определенных целей, пробуждая низменные порывы у искренне верующих мусульман. Этому также способствует низкий уровень религиозной образованности, различного рода протестные настроения, облаченные в духовные одежды, внутренние личностные психологические травмы и многое другое. Мусульманин – это человек, который покорен Богу, и он не берет на себя смелость судить других людей вместо Бога. Рахмет, баракаллаху фикум. Если есть какие-то вопросы, буквально там 2-3 минуты, мы готовы ответить. Либо уже в перерыве после. Хорошо, баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран.